Ельцин полупьяный. Что вам тогда не нравился Ельцин? Этот недоумок полупьяный. Если Сталин прикинулся тихоня и потом страну залил кровью. Если Хрущев прикинулся тихоня, и мы сели везде кукурузу. Если Брежнев был великий, и вся страна пьяная и коррупция. Ельцин полупьяный. Что вам тогда не нравился Ельцин? Этот недоумок полупьяный. Что вы тогда за него агитировали все? Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги. Страна в условиях гражданской войны. Вы хотите в хорошем костюмчике? А кто похоронил 15 миллионов? Там тоже будем стоять в хороших костюмчиках. Откройте труды вашего святого Ленина. Ну, на каждой странице расстрелять. Откройте. 55 томов. Вы же сами коммунисты не читаете труды вашего Ленина. Откройте. На каждой странице расстрелять. Только один глагол знал этот человек. В каждом городе стоит памятник этому человеку. Это главный преступник всего человечества, ваш Ленин. Главный. Что они сделали большевики? Ударили по сердцу духовности, разгромили церковь. Так никто не громил. Рвань смеялась, когда купола срезали. Рвань, пьянь. Что, нормальные люди будут смеяться, когда церковь разрушают? Это кто смеялся? Усирать. Кто смеялся, когда по русскому парламенту в 93-м году расстреливали из советских танков? Это что, не рвань, не пьянь? Это как нужно было воспитать поколение целое, чтобы они семечки щелкали, мороженое, и смотрят, как расстреливают их Верховный Совет. Вас, коммунистов. Это были коммунисты? Да, коммунисты были. Майор, который стрелял из танка, был коммунист. Вся Кантемировская дивизия это коммунисты. И Таманская. Советская власть первая легализовала аборты. Да. Мы стали уничтожать детей своих, так сказать, спускать в канализацию. А что, разве это плохо? Слушай, а почему это пусть женщина все решает? Слушай, ну вы можешь понять, что мы на 50 лет раньше разрешили убивать детей. Сейчас свобода. Сейчас везде легализованы аборты. Везде. Но тогда мы нанесли демографический удар по нашей стране. Второй раз мы удар нанесли, когда женщин отправили на работу. Равенство, но нельзя было этого делать. Все беды Франции, куда ни посмотрю, во власти, везде. Или коммунисты, или сионисты, или гомосексуалисты. Все. Всей Франции руководят эти три категории людей. То есть или фальшивая страшная идеология, коммунист, или люди определенной национальности, евреи французские, или люди другой сексуальной ориентации. То есть нормальный француз, здоровый, патриот, нигде во власти его близко нет. И у нас так же. Я подумала, у нас ведь то же самое. И у нас то же самое сегодня.